С 1 февраля в Таджикистане вновь введут энерголимит. Власти Таджикистана ввели запрет на экспорт лука, картофеля и моркови. В Исфаре муж убил жену ударом арматуры по голове. Россия и Беларусь создают совместные центры по подготовке военных. В целях предотвращения дефицита электроэнергии и его негативных последствий для социально-экономической сферы страны, начиная с 1 февраля 2023 года, в стране будет введено ограничение на передачу электроэнергии, говорится в обращении энергохолдинга Барки Тоджик. Вы все были свидетелем того, что в январе этого года температура воздуха была значительно ниже нормы, в результате чего увеличение спроса на электроэнергию в социально-экономической сфере страны вызвало ряд проблем в работе энергосистемы. По наблюдениям, с учетом постепенного увеличения спроса на электроэнергию внутри страны, объем ее производства в период, закончившийся в январе 2023 года, увеличился на 300 миллионов киловатт-часов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что на 14% больше, чем в предыдущем году. Этот процесс, то есть увеличение спроса на электроэнергию, вызвал увеличение нагрузки на электрические сети и трансформаторы, негативно сказался на водно-энергетических ресурсах водохранилищ, отметили в ведомстве. Барки Тоджик отмечает, что расход реки Вахш летом составляет в среднем 2000-2200 кубометров в секунду, а зимой равен 150-200 кубометров в секунду. В результате увеличения спроса на электроэнергию в январе увеличился и объем потребления воды из водохранилища Нурекской ГЭС, что выше, чем за аналогичный период прошлого года. Специалисты энергохолдинга считают сложившуюся ситуацию тревожной. По мнению экспертов, если не будут приняты дополнительные меры по решению проблемы, дефицит электроэнергии будет усиливаться и окажет негативное влияние на экономику страны и повседневную жизнь населения, говорится в обращении. Барки Тоджик и ОАО «Распределительные электрические сети» сообщают, что указанные меры носят временный характер и рассчитаны на определенный период. Энерголимит будет снят после стабилизации водно-энергетического режима реки Вахш, заверяют в энергохолдинге. Власти Таджикистана ввели запрет на экспорт лука, картофеля и моркови. Такое решение принято на фоне роста цен на сельхозпродукцию, и этот запрет будет действовать до стабилизации рынка. Курбон Хакимзода, министр сельского хозяйства Таджикистана, во время пресс-конференции в Душанбе, которая прошла 30 января, сказал, что такое решение было принято неделю назад. Сейчас на рынках страны цена 1 килограмма лука составляет 8-9 сомони, картофеля 4-5 сомони, моркови от 4 до 6 сомони. Жители уже неоднократно выражали свою обеспокоенность ростом цен на сельхозпродукцию. Хакимзода подтвердил рост цен на лук, но при этом отметил, что такая ситуация не является исключительной для Таджикистана. Лук подорожал в других государствах Центральной Азии, в Пакистане и Афганистане. И когда в декабре мы стали вывозить лук в Афганистан, это сразу сказалось на его цене здесь, добавил Хакимзода. В Сагдийской области задержан 50-летний мужчина по подозрению в убийстве своей жены, совершенном на почве ревности. Об этом сообщает МВД Республики Таджикистан. Отмечается, что инцидент произошел в Исфаре 28 января в 11:30, когда женщина разговаривала по телефону. 50-летний местный житель из чувства ревности ударил 48-летнюю супругу 4 раза арматурой по голове. В результате женщина погибла на месте происшествия от полученных тяжелых ранений, отмечается в сообщении. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 104 «Убийство» Уголовного кодекса Таджикистана, ведется следствие. По этой статье ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. Согласно статистике, в 2022 году увеличилась регистрация убийств и покушения на убийство на 24,3%. Президент России Владимир Путин распорядился подписать соглашение с Белоруссией о создании учебно-боевых центров совместной подготовки военных. Документ опубликован в базе правовых актов. Российский президент поручил Минобороны совместно с МИД Российской Федерации провести с белорусской стороной переговоры и при достижении договоренности подписать соглашение. В Беларуси с 16 января по 1 февраля проходят совместные с Россией летно-тактические учения. В них задействованы все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО Беларуси. Российско-белорусские учения проходят на территории Беларуси регулярно и участились в 2022 году. 10 октября 2022 года стало известно о создании совместной группировки войск России и Беларуси.
По словам президента Беларуси Александра Лукашенко, она необходима из-за угроз со стороны западных стран. Он также уточнил, что в группировку войдут все белорусская армия численностью около 70 тысяч человек. В Минобороны Беларуси говорили, что количество российских военных в составе группировки менее 9 тысяч человек.